Уважаемые якутяне, дорогие сограждане, сегодня я обращаюсь к вам в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в нашей республике. Начиная с середины апреля растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Это число держится на уровне более 100 новых случаев за сутки уже несколько недель. К сожалению, болезнь не отступает. Более того, вирус меняется, мутирует, становится более активным. Часто стали болеть дети, молодые люди, чего не наблюдалось раньше. Под огромным риском находятся, как и прежде, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями. К сожалению, увеличивается число летальных случаев. Несмотря на все усилия медиков, жители республики, наши земляки погибают от коронавируса. Обострение эпидемиологической ситуации вынуждает усиливать ограничительные меры, вводить новые запреты и рекомендации. На днях я подписал 3 указа, в которых это отражено детально. В частности, усиливается контроль за передвижением людей внутри республики, из столицы в районы, за проезжающими из-за ее пределов. В особенности это касается отпускников, школьников, студентов, которые будут выезжать на летние каникулы. Конечно, это касается всех вахтовиков и сезонных работников, приезжающих в республику. Введены дополнительные обязанности для работодателей по дезинфекции, по переводу работников на удаленный режим работы. Временно приостанавливается деятельность некоторых видов развлекательных заведений, в том числе детских центров и игровых комнат. Это вынужденные меры. Они принимаются в интересах здоровья людей, чтобы выправить эпидемиологическую ситуацию, не допустить еще более жесткого локдауна. Мы все должны это понимать и соблюдать ограничения со всей ответственностью. Чтобы противостоять опасному вирусу, более эффективно мы должны быть вооружены. Главное оружие – это вакцина против коронавируса, и это оружие у нас есть. На сегодня в республике вакцинировано свыше 122 тысяч человек. Но этого недостаточно. Надо продолжать всеобщую вакцинацию еще более масштабно и быстрыми темпами. По вопросам оперативной доставки новых партий вакцин к нам в Якутию я обратился в оперативный штаб правительства Российской Федерации. Принято решение о скорейшем поступлении в республику значительного количества вакцин. С сегодняшнего дня начинается массовая вакцинация для жителей города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса, где складывается самая сложная ситуация. Увеличивается время работы пунктов вакцинации в будние и выходные дни с 8 утра до 8 вечера. Будут открываться новые пункты, в том числе в офисах МФЦ «Мои документы» и банков. Я поручил организовать пункты вакцинации на автовокзале города Якутска и на железнодорожном вокзале в Нижнем Бестяхе, в учреждениях культуры, в торговых центрах. На крупных предприятиях поручено организовать мобильные пункты по вакцинации работников. Руководству столицы рекомендовано совместно с управляющими компаниями развернуть прививочные пункты по микрорайонам в шаговой доступности для населения. Минздрав республики обеспечивает все пункты вакцинации специалистами, в том числе с привлечением ординаторов Северо-Восточного федерального университета, медиков частных клиник. В проведении прививочной кампании участвуют волонтеры, помогая гражданам. По моему поручению автотранспорт, закрепленный за государственными учреждениями, будет обслуживать мобильные вакцинационные бригады. В целом, процедура вакцинации упрощена максимально. Каждый желающий в Якутске, Мегино-Кангаласском улусе может получить вакцину без предварительной записи и привязки к месту жительства, имея на руках паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Уважаемые друзья, наступает долгожданное якутское лето, от которого каждая семья, каждый человек ждет много радостных событий. Совершенно естественно, что все хотят праздновать ИСЭХ, ездить свободно, быть среди людей и не бояться заразиться. Но чтобы наступающее лето было счастливым для жителей республики, чтобы над нами не нависла угроза новых ограничений, когда жизнь практически замирает, мы должны в кратчайшие сроки остановить рост заболеваемости. Все медицинские службы республики, лаборатории, оперштабы работают в полную силу. Чтобы их огромные усилия и неустанный тяжелый труд дали ожидаемый результат, нужна поддержка народа. Без этого инфекцию победить невозможно. Я обращаюсь к вам, дорогие мои сограждане. Будьте бдительны и проявляйте ответственность за свое здоровье и здоровье близких людей постоянно и везде. Самое главное – вакцинируйтесь.
У нас, у россиян, есть уникальная возможность совершенно свободно получить отечественную вакцину, признанную одной из самых эффективных в мире. И этой возможностью надо воспользоваться. Наша общая цель – массово получить вакцину и тем самым создать коллективный иммунитет. Только тогда мы добьемся принципиального улучшения эпидемиологической ситуации. Уверен, вместе мы победим коронавирус, вернемся к нашей нормальной жизни. Я желаю всем вам крепкого здоровья и силы духа, терпения и участия. Желаю веры в лучшее. Күнді бар жоным. Сақам серен қазбей диалогтағы. Өріні күйер тұғығар бары сүбебетен күйіспүтін қолбоғын. Чеген тұрықта күйісті ханалақ болуын. Bir homoға болан, бігі бұ өріні қаянды күйік бұд.